Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Развитие образования в Канаше в контексте стратегических ориентиров. Это стало основной темой ежегодной августовской конференции. Директора и учителя школ обсудили проблемы, с которыми они сталкиваются в процессе образовательной деятельности, рассказывает Марина Баринова. В этом учебном году в школу пойдут 6400 ребят. Это на 206 учеников больше, чем в прошлом. Из них 711 перешагнут порог школы впервые. 11 класс будут заканчивать 236 ребят. Новый 10 класс откроется в 9 школе. На протяжении 3 лет набора десятиклассников в этой школе не было. Большой победой для нее стало и получение гранта в сумме 200 тысяч рублей. Ну и планируем мы его направить на развитие технического творчества обучающихся нашей школы и всех желающих школьников города. В соответствии с указом главы Чувашии о награждении денежным поощрениями лучших педагогических работников, учитель истории и обществознания школы номер 7 Любовь Тихонова была удостоена денежной награды в размере 20 тысяч рублей. Главное, чтобы были результаты ОГЭ, результаты ЕГЭ, ну и внеурочная деятельность тоже учитывается. Я решила попробовать свои силы в этом году. Собрала документы. Мои ребята неоднократно очень хорошо сдают экзамены. Мы готовимся, мы работаем по разным методикам, по разным программам. Ну, кроме этого, одним из критериев была внеурочная деятельность. Ежегодно результаты сдачи государственных экзаменов растет. В прошлом учебном году 21 участник ЕГЭ набрал свыше 90 баллов. 36 выпускникам вручены медали. Это бесспорно заслуга всего педагогического сообщества города. Как отметил глава администрации Виталий Михайлов, обеспечение доступного, качественного образования в соответствии с требованиями развития экономики и есть основная цель, которую должен ставить перед собой и достигать весь педагогический коллектив. Сегодня в ваших руках, я хочу сказать, будущее нашей страны, республики, города. Вы сегодня лепите ту молодое поколение, которое придет нам на замену. И поэтому за вами большая ответственность. Со своей стороны, то, что в городе делается для образования, вы видите. У нас идет капремонт одной школы, запланировано еще 5 школ на среднесрочную перспективу. Но в этом большая заслуга правительства, депутатов Госсовета, которые выбивают деньги для нашего родного города. Поэтому все вместе, сообща, мы должны привести в надлежащее состояние наше учебное заведение. А мне хочется вам пожелать самого доброго настроения, позитивных эмоций. Дай Бог, чтобы вы могли вселить в наших детишек ту уверенность, а у многих она появляется, когда за ними есть какой-то багаж знаний. Ежегодно молодые кадры пополняют ряды учителей и воспитателей. В этом году 6 начинающих специалистов начнут свою трудовую деятельность в образовательных учреждениях. Подробно об итогах прошедшего и плана на текущий учебный год было озвучено в докладе начальника отдела образования и молодежной политики Валентины Дмитриевой. В настоящее время разрабатывается национальный проект развития образования, состоящий из 9 федеральных проектов. Первый из них – это современная школа. В рамках этого проекта определены 2 основные задачи – обновление инфраструктуры школ и достижение глобальной конкурентоспособности наших школьников в международных исследованиях качества общего образования. С 2010 по 2018 год за счет капитального ремонта помещений в функционирующих детских садах, а также введение в строй нового детского сада по улице Машиностроителей, в городе создано дополнительно 1049 мест для дошкольников. В текущем году мы начнем строить новый детский сад на 240 мест в Восточном микрорайоне. Программа «Капитальный ремонт зданий государственных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50% и выше, подарит новую жизнь 4 школам нашего города – 1, 6, 8 и 9, отметила Валентина Владимировна. Заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии Надежда Дмитриева поздравила всех присутствующих и вкратце ознакомила с проблемами и задачами, которые необходимо будет решать в системе образования. Для реализации задач, поставленных в новом майском указе президента России, правительство разрабатывает 12 национальных проектов, на базе которых в перспективе будут сформированы региональные проекты. Хотелось бы отметить
Инвестиции в образование не снижаются. Более того, на реализацию федеральных проектов планируется направить колоссальные средства из федерального бюджета. На конференции представители учреждений среднего профессионального образования рассказали о профессиях и специальностях, которым обучают их коллективы, и насколько важно выбрать правильную. Депутат Госсовета Чувашии Киамедин Мифтахуддинов поздравил всех педагогических работников с наступающим 1 сентября, поощрив достойных именной премией. В ходе конференции лучшие педагогические работники были награждены грамотами и благодарностями. Марина Баринова, Елена Блацева. Вести недели. Сообщество автолюбителей «Дорожная обстановка-21» является хорошим другом для детей и социального приюта. В преддверии Дня знаний участники провели игровую программу по правилам дорожного движения. Подробности в сюжете. В Канашский социальный приют для детей и подростков попадают дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Здесь ребята живут временно. И пока они тут, проводят время весело. Сообщество «Дорожная обстановка-21» вплотную участвует в их досуге. Правила дорожного движения ребята знают хорошо. Но перед Днем знаний, когда дети начнут переходить проезжую часть, напомнить будет не лишним. Просим вас соблюдать правила дорожного движения, а также быть бдительными и осторожными. Игровая программа была насыщенной. Это и эстафета, и прыжки вместе с членами сообщества. Паровозик отлично сплотил команды, а конкурс в присядку рассмешил зрителей. Дети перед школой отлично повеселились и поблагодарили друзей. Олеся Григорьева, Павел Павлов, социальный приют. Встреча с молодежью в детских оздоровительных лагерях как один из способов привлечь их внимание к правонарушениям. В лагере «Космонавт» служители закона провели беседу с ребятами старших групп. Огромный интерес вызвал служебный пес по кличке Ганс. Об этом рассказывает Марина Баринова. О специфике работы в подразделениях транспортной полиции и об основных направлениях ее деятельности ребятам рассказала инспектор специализированной группы по обеспечению общественного порядка на транспорте, капитан полиции Светлана Егорова. Полиция регулярно проводит профилактические мероприятия среди несовершеннолетних подростков в дошкольных образованиях, в средних учебных заведениях. Но так как в настоящее время у нас дети могут собраться только в детских оздоровительных лагерях, поэтому летом мы тоже проводим активную работу, приезжаем в лагеря, проводим с детьми профилактические мероприятия. После чего провела с ребятами беседу, посвященную правилам нахождения на объектах железнодорожного транспорта. На железной дороге какие преступления вы можете совершить? Самое такое безобидное – это для вас обкидывание поездов камнями. Да? Кто-нибудь, наверное, сталкивался с этим? Давайте вот сейчас подумаем. Кто-нибудь, вы физику все изучаете, да? Когда вы кидаете камень и в поезд, в котором едут люди. Вы в окно кидаете, попадаете в окно. Понимаете, да, сила поезда, какая скорость поезда, и скорость камня, когда они встречаются, происходит удвоенная сила. И когда вы разбиваете стеклопакет в поезде, вы должны помнить о том, что там внутри кто может ехать? Пассажиры, маленькие дети и бабушки, для которых удар камушком по голове может вообще быть смертельным. Беседа с инспектором была познавательной и вызвала огромный интерес у ребят. Полицейские же, в свою очередь, приготовили для них сюрприз. На сцену был приглашен инспектор-кинолог со служебно-розыскной собакой Гансом. Это лабрадор-ретривер по кличке Ганс по направлению по поиску и обнаружению наркотических веществ. Сколько лет он уже на службе? На службе он уже 5 лет. А сколько восторга вызвало живое общение четвероногого друга у ребят помладше. Это служебная собака. Она может выполнять такие команды, как сидеть, взять, то есть апорт, лежать. А для чего нужны такие служебные собаки? Чтобы она находит наркотические вещества. И дам другим собакам. Находит вора по запаху. Акция «Безопасность детства» сотрудниками транспортной полиции продолжилась и в других детских учреждениях, потому что дети не должны забывать о правовой ответственности, которая наступает за совершение так называемых детских шалостей. Марина Баринова, Вениамин Григорьев, Елена Блацева, лагерь «Космонавт». С 25 августа по 14 октября на территории городского рынка выставлена сельскохозяйственная продукция подворьев. Экологически чистые овощи и фрукты можно приобрести без посредников и наценок. Праздник «Дары осени» привлек внимание веселым концертом и приятными награждениями.
Месячник «Дары осени» – это прекрасная возможность запастись качественными и недорогими продуктами на зиму. Жители города ждут этой акции, следят за ассортиментом и ценами. Приходим каждую неделю, все, что нужно, все здесь покупаем. Сейчас вот покупаем перец, помидоры, овощи для заготовок. Я большая, я мама, это детки, внучки. И все, на зиму нужно обязательно что-то. Елена Семенова приехала на рынок из села Шабылги. Находясь на заслуженном отдыхе, выращивает в теплице овощи и приезжает продавать. Мы из Шабылгов торгуем огурцами, баклажанами. Где вы это выращиваете? В Шабылгах выращиваем, в теплице выращиваем. А много у вас теплиц? Ну, раньше много было, нынче только это маловато. Ярмарка собрала сельхозтоваропроизводителей Канашского и близлежащих районов. А для самих товаропроизводителей по 14 октября торговые точки ярмарку будут предоставлять бесплатно. Всех жителей города приглашаем на эту ярмарку запастись на зиму качественными экологически чистыми продукциями сельского хозяйства. Гостей порадовали звезды чувашской эстрады. Лучшие производители и работники удостоились наград. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Павел Павлов. Канашская городская ярмарка. На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.